Сегодня отдыхаем, также по-прежнему прошел дождь, вот сейчас уже свечерело, я пошел за водой в селение, попробую набрать, и вот как раз здесь стоят информационные стенды о том месте, где мы остановились. Вот это песчаные дюны, Sand Dune, то есть это тоже национальный парк, Nature резерват. Вот тут есть информация на английском и на немецком. То есть вот про каждый nature резерват есть такая вот информация. Кто здесь обитает, птицы, флора, фауна, то есть насекомые. Про все здесь есть информация. Парковки, там есть туалет. Вот здесь есть беседки, не беседки, а столики с... В общем, можно посидеть, поесть. Кто что хочет. Вот здесь история про этого места. Sand Life. Вот тут всякие стихи. То есть вообще очень все информативно. Не нужно гуглить, что это, где это, почему это. Вот здесь стихи. Посмотри. Песок полон жизни. Вот. А тут парковка, и там начинается тропа. А мы остановились там. Ух ты, тут еще есть, я даже не видел. Тут есть еще информация про грибы. Красота. Вот здесь запрещающие знаки. И вообще тут показано, что нельзя ставить палатку. Судя по картинке. Ладно, что ж поделаешь-то. У нас вот везде можно ставить палатку. Лежим в палатке, уже второй день сегодня. Льет дождик. Молнии сверкают на берегу моря. Хорошо в палатке лежать под дождем. Да, завтра уже поедем дальше. Погода, дай бог, позволит. Да даже если не позволит, что. Тут такие незатяжные дожди идут, они приходит, тучка уходит, то есть не просечешь дерево. Вот, сейчас будем спать. Да, я? Блогер маленький. Не можем собраться сегодня. С утра идет дождь, приходят облака, поливает нормально. Сегодня все, проехали 20 километров сейчас до города Бастат. Вот, и сейчас зайдем мы в супермаркет взять продуктов на обед. Вот, мы стоим возле Уиллиса. Где-то в Швеции примерно 3-4 сети супермаркетов. Вот основные это Уиллис, Иса, Исией и Коп. Еще есть Нетто, по-моему. Вот, да. Цены примерно везде одинаковые, на что-то больше, на что-то меньше. Вот, но по сравнению с Финляндией цены здесь немножко выше. Немного выше, но продукты также качественные, хорошие. Вкусные. Да, ну сейчас мы зайдем, покажем, прикупим нашу стандартную базу продуктов в корзину.
Что у нас тут первое? Супермаркеты здесь все большие, не как наши пятерочки магниты. Все как, ну, большой площади для россиян. Папа хлеб. Ая у нас завсегда-то покупатель. Любительница кататься. Вот сейчас смотрим хлеб. Так, вот взяли вначале хлеб, он стоит 13 крон. В общем, если проще было считать, 10 крон это 1 евро. Мы уже все в евро, в принципе, считаем. А так 1 Да. крон это 7 рублей. Ну, короче, проще, чем с мелкими, лучше уж с евро, чем с деревянными рублями. Нашла дешевые печеньки за 6,70, 400 граммов. Обычно берем немножко. Мы закончили наши покупки примерные. Вот у нас вышло на сколько? На 150? 150 крон, то есть это 15 евро. Но сегодня мы немножко шиканули, взяли 2 шоколадки. Иногда вкусненького хочется, а то мы уже 3 дня ничего, да, и немножко на будущее, на запас. Так что вот это стандартные примерно наши расходы. Пойдем туда, может быть? После города Бастат у нас сейчас идет маленький перевальчик. Едем по велодорожке, как всегда. Дорога где-то там, поспокойный, кайфовый. Вот это вообще чудеса просто. Столько здесь дорог альтернативных, не просто альтернативных, а вело. Хотя мы и по России ехали по крутым дорогам, просто покрытие не везде было, но это бывало и к лучшему даже, потому что асфальт иногда был такого качества, ну просто яма на яме. А здесь шикарные велодорожки с шикарным асфальтом. О! Обалденно. Тут идет забор вдоль нее, электрический. Но это просто от животных. Вот. Коровы здесь гуляют. Чтобы они не гуляли никуда. Куда не надо. А вовсе не от людей. Дождичек пошел. Стоим под старой большой липой. Вот так Настя меня на буксир взяла. У меня порвалась цепь неожиданно перед городом. Потихонечку сейчас до города доползем. Аечка спит. В общем, приключений полные штаны. Пока ехали на буксире через город, у меня потерялась цепь. У меня... Сначала порвалась. Да, ну это я уже говорил, что порвалась. Вот, и я ее не снял. Надо было ее положить, а она у меня слетела. В общем, я сейчас полностью без цепи остался. Вот. Теперь я не знаю, что делать, потому что мне придется менять кассету и систему полностью. Скорее всего, не скорее всего, а так и будет, потому что новая цепь уже туда не встанет. Они уже притерлись под те звездочки, и придется все менять. Ну, рано или поздно их пришлось бы менять, уже бы, наверное, скоро, поэтому... Оба! Придется делать это сейчас. Вот, стоим сейчас на остановке, тут в пригороде городка. Зато здесь есть люфт, насос. Можно подкачать
колесики. Да, вообще удобная вещь на остановочке. Так, едем дальше. Хорошо, здесь горочек нет. Прям потихонечку. До места назначения у нас 20 километров до Хёганеса. Даже уже меньше. Но мы сейчас встанем на ночевку, потому что нас ждут там только завтра. Вот. Настя лошадка. Всю семью тянет Настя. Все на женских плечах, как всегда. Проезжаем мимо картофельных полей. Здесь на юге Швеции что только не сеют. И фасоль. Вот картошку мы не видели. Вот первый раз тут картошка пошла. Очень много яблок, груш здесь растет. Слива. Сейчас как раз все зреет, спеет. Нашли отличное место на берегу моря. Гуси, кстати, уже летят на юг. В сторону юга направляются косяки. Ну уж что, середина августа практически, уж пора. Вон они против ветра трудятся. Красавцы. Красавцы. И мы тоже едем на юг. Да, сейчас разложимся и будем играть. И покушаем что-нибудь. Все, доброе утро. У нас все так же, идем на буксире. До места назначения совсем немного осталось, еще километров 6, наверное. Но дорога позволяет. Настя прет, Настя нормально. Все, мы доехали до Хёганеса. Все так же на буксире. Теперь ищем. Ох, сейчас приедем. Все, вот наш домик. Ждем хозяина. Все, мы приехали к Мартину. Мартин, our friend. Наш старый. Very happy to meet Nikita, Nastya, and Aya. Yeah, Very thanks. happy. Yeah. We rest this place in maybe few days. Few days. Yes, few days, yes. And thanks, Martin. Все, отдыхаем. Always. Yeah, okay. Ая тут уже лестница познает, она любит идти вверх. Познает, изучает. Наконец-то в доме, не в палатке, да? Ой, как тут все интересно, да?
Да, на самом деле классно. Сейчас отдохнем после Стокгольма. Это мы около 500 километров проехали чисто в палатке. 17 дней Настя посчитала. Теперь нас кровать ждет. Фух, помылись сразу первым делом. Помылись. И сейчас сделаем ревизию голенькими. А, это ты хоть показала, как ходишь, что ли, для приличия? Тут сливы вон огромные растут. Ай, ревизию вещей делаем. Вот здесь раскладываемся хорошо. Здесь поляна. Возле каждого дома сад свой. Сейчас разложим и покажем, сколько это всего вещей у нас занимает место. Площади. So how old is Aya? She's 1. 1 year and 1 month. And she's amazing. Yeah. Feels like she's bigger. From the beer museum. Yeah, From the museum? yeah, from beer museum, and I didn't visit the museum. you been there now? No, Kita. Yeah. It's a super beautiful place. Oh, so you must go there someday. Yeah. Все, мы сейчас будем готовить гречку. Это подарок из Чебоксар. And very soon we will eat the most famous Swedish seal. Here is seal. Сыр. Yeah, we're going to eat this very tasty seal. Да, сейчас будем готовить его. Like in 1 hour. Yeah, very good. Так что сейчас поедим нормально. А у меня тут проблемы с ноутбуком. Лаптоп is problem. Скорее всего, у меня проблема... Не скорее всего, я уже вычислил с жестким диском. В общем, нужно менять жесткий диск. You want a köttbullar? Yeah, super tasty. Swedish köttbullar. Yeah, it's very good. Yeah. And Aya can walk today. Yeah. Yeah. Maybe you want some seal, Aya? Все, доброе утро. Ночью был дождик. Такой хороший. Вот, и что мы сегодня имеем на утро? Дел у меня вообще много. Тут и велик чинить, и ноутбук. Но сейчас первым делом нужно ноутбук, наверное, починить. Вот. В общем, накрылся, по всей видимости, жесткий диск. Не по всей видимости, а он накрылся. Других причин нет. Я все сопоставил, посмотрел. Он не работает. Подключаю его к другому компьютеру. Вот. У нас есть, в общем, 2 жестких диска. Там мой и Настин. Вот. И один из них, Настин, мы поставим. Сейчас надо перекинуть с него информацию на мой. Вот. Через ноутбук Мартина. А у него тут
Linux на шведском, представляете? Это капец, как сложно сейчас. Я с Linux никогда дела не имел. И плюс еще в компьютере только один разъем под USB. Ладно, у меня хоть есть порт на 4 USB. Ну посмотрим, сейчас будет он работать или нет. Короче, задачка тут веселая. Потом после установки жесткого диска уже надо будет устанавливать Windows. И короче, будет все по-новому. Все программы, фильмы, то есть все потеряется теперь. Вот так вот. Ну, не все фильмы, в смысле, наработки какие были. Ну, их немного, конечно, но все же было проще гораздо. Сейчас все по-новому. Мне кажется, у нас сейчас там да, классно. На улице вообще ураган. Такой кайф. Как вообще под душа такого нет. Настя, давай иди. Ох, кайф такой. Этот коврик постирать надо. Думаю, на грязи столько. Давай, иди. Кайф. Я думала, я сухая останусь. Какой там в душе такого нет даже. Такого напора. Вот это балтийские шторма приходят. Попробовали. А я закаленный паук. Классно же. Very tasty. No, I think she wants more apple. She wants more milk. Yeah. Все, доброе утро. Мы тут отдыхаем. Короче, установил винду, вроде все сделал с ноутом, поставил жесткий диск. Вот. Теперь делать серии все европейские, то есть начиная с финской границы до конца Швеции. То есть сейчас все делать работы много, а мы еще Хёганес не смотрели. И вот сейчас нас Мартин хочет отвезти. Да, погодка каждый день дожди практически. Вот сейчас вот передышка такая, но ветрено.
едем in the Höganäs. Höganäs, I think. What? Mix it. It's because of good roads. Yeah, maybe. But you have like old Ladas in Russia, very cool old Ladas, yeah, from the 80s. Because it's cheap. I've been thinking about to buy maybe an old Lada in Russia and drive it to Russia? Sweden. Oh, It would be cool. what car? I don't know, That's the one. yeah, the little one, yeah. I think they're pretty cool. I think it would up here to right, like Väderkvarn. Приехали на берег, здесь серферы, волны реально большие, ветер здесь сильный. Look, yes, Martin. Yeah, best team. To the left here, many people park the car and kiss each other. So you can kiss each other there later. Yeah, you can write English.
So you can touch it, but don't take it. No, not touch, but you can't hold it over. Only underwater you can touch. Пальчик.
красота. Хотел записать видео, а тут дохлая нерпа лежит. Балтийская. Весело. Ну чё, тоже умирают нерпы. Вышел погулять сейчас в Хёганес. Красота, бедная нерпа. Ох. Вышел на набережную. Там уже видна Дания. Датский берег. Денмарк. Вот. Съездили сегодня, замечательный день. Не выспался, правда, на отдыхе, как всегда, уставший. Потому что не сплю долго. Сижу за сайтом. Вот тут еще и проблемы с компом, с велосипедом. Но сейчас с компом решил проблему. Сейчас надо с велосипедом решить. Завтра схожу в веломагазин. Тут 2 веломагазина есть, Мартин мне уже показал. Вот, и пойду посмотрю, что там. А сейчас наслаждаться, отдыхать прекрасным закатом.